Всем привет, я Александр Румянцев. Мы записываем новый выпуск на тему погребальные обряды, погребения на территории Якутии, Якутска. И у меня новая гостья. Привет, пожалуйста, представься. Прокопьева Александра Николаевна, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Соран. Так, занимаешься раскопками погребений. Да, ага. В археологии есть отдельное направление, называется погребальная археология, которое занимается, это направление археологии, которое именно изучает погребение. В России она, довольно-таки хорошую историю свою имеет, но именно как отдельное направление археологии оно начинает развиваться, наверное, в России. В зарубежной археологии довольно уже длительную историю имеют, и у нас вот в Якутии тоже основным центром погребальной археологии является наш институт. Вот. И, конечно, здесь очень большая заслуга Бравиной Розалии Иннокентьевны, которая и монографии писала по погребальной обрядности, вообще по погребальным памятникам. Ну и вот мы, ее ученики, продолжаем эту тему. Насколько мне известно, было это не сильно популярное направление. Да, когда-то было. Да, ага. Сейчас изменилось? Тут двояко можно ответить на этот вопрос. Вообще, в целом, погребальная археология довольно такая острая проблема. Остросоциальная. Да, остросоциальная проблема. Я думаю, для очень многих вообще народов, не только именно проживающих вот исторически долго на этой территории, потому что все равно касается наших предков. Да, и поэтому все народы, культуры, которые так или иначе ведут свою историю, там придерживаются традиции, транслируют свои традиции, к погребальной археологии относятся не очень хорошо. Считают это большой грех, нельзя тревожить и так далее, да, поэтому у нас такое тоже есть. Но постепенно все-таки это меняется, и люди начали больше понимать. Потому что сейчас дело обстоит так, что, вообще в целом, что только погребальная археология может точно ответить на вопросы, которые нас интересуют. Все остальное это будет предположение. Да? Археология, она дает конкретный фактологический материал, закрепленный, основанный на научных данных. Это и, естественно, научный метод датирования, какие-то генетические исследования, привязка к определенным местам, памятникам, подтверждение устных историй. И поэтому археология в целом, она узаконивает историю, подтверждает историю, которую люди передавали с поколения в поколение, и говорят, что действительно, да, это так было. И отличие от остальных видов археологии именно погребальной в том, что здесь изучаются останки человека, потому что погребальный обряд – это один из самых консервативных обрядов, очень информативный. И изучая один памятник, можно получить колоссальный массив информации. И наши тела, они тоже очень много рассказывают, именно рассказывают человеческую историю, да, историю жизни, и смерти, конечно, тоже. Мы можем узнать средний возраст этих погребенных, какие болезни у них были, да, были ли травмы или какие-то, может, определенные травмы у них характерны, да, какие-то особенности строения костей, мышц, какую-то статистику можно провести. Но для этого нужны именно междисциплинарные исследования. Один только археолог с этим, конечно, справиться не может. Поэтому это такой набирающий обороты направление, где интерес вообще очень многих наук есть. И, соответственно, результат, конечно, очень интересный и очень информативный. Касательно погребальных обрядов, они отличаются допустим, по улусам или по районам? В смысле, если брать допустим, на север, люди же там и другие национальности, народы жили, насколько различия, если рассматривать? Вообще, если погребальная обрядность рассматривать, формы погребений, они характерны, только 4 формы, которые были характерны вообще для всех народов. Это ингумация, хранение в земле, кремация, сожжение, это воздушное погребение, арнгаса, известное как у нас, да, и наземная форма, когда останки оставляли на поверхности земли. Только 4 формы существуют, они у всех народов.
Ну, я имел в виду, вот они здесь вот все 4 типа Вот, да, присутствуют. и они все 4 присутствовали, во всяком случае, у якутского этноса точно. Да, и все 4, они фиксируются. Одно время, до того, как вот было изучено большое количество памятников на довольно-таки большой территории, было такое убеждение, что воздушная форма, она, видимо, раньше была наиболее предпочтительной. И вот древние памятники, они, скорее всего, были именно воздушные, поэтому от них не сохранилось. Да? И только вот ингумации, когда хранение, грунтовые погребения начали распространяться, они сохраняются. Но на данный момент, нельзя сказать, что это не так, но за последние несколько лет изучено около 30 погребений, которые датируются эпохой до 17 века, да, совсем вот древнеякутские, и они грунтовые. То есть грунтовые погребения, они тогда были. И если взять вот эти все памятники, погребальных памятников якутских на данный момент изучено около 400, то есть вот все 4 формы существуют. И это скорее говорит о сложной вот именно этнической истории, да, что разные формы от разных наших предков оставались, сохранялись. И постепенно такой самой популярной, распространенной, видимо, оказалась именно ингумация, захоронение в земле. Этому способствовали другие исторические факторы, такие как принятие христианства, например, да, указы царской власти, которые приказывали обязательно хоронить в земле, опять-таки с понятием санитарных норм и так далее. Вот. А если говорить именно про деление по районам на слегам, то здесь нельзя сказать, что это зависит именно от района, да, потому что современное административное территориальное деление, оно все-таки это для нас, для 20 века. В 18 веке люди не жили в рамках этих границ. Да? Это чтобы просто для понимания было. Вот. А географически, да, если климатически взять, то на севере действительно таких воздушных погребений, видимо, больше. О них больше известно из фольклора, например. Да? Они то, что они дольше сохраняются, именно в фольклоре, в памяти, говорит о том, что они, видимо, и дольше стояли, и были многочисленнее. И вот для диссертации своей я делала таблицу по именно женским погребениям, какие виды есть и как они распространены. И по ним, если посмотреть, действительно на севере больше воздушных погребений, воздушных наземных. В Центральной Якутии они стали исчезать раньше, потому что тут опять-таки же ближе к власти, и здесь вот изменения происходят быстрее. Вот опять-таки то, что связано с указом и так далее. Такое, как сказать, людское проникновение, да, социальное. Да. Влияет. Да. Культура, она всегда меняется, она не стоит на месте, и она адаптируется к каким-то новым требованиям. А требования могут быть вызваны самыми разными факторами. А вот в сказках, всяких рассказах погребальные культы захоронения, они больше описываются мужские, кажется. Относятся, допустим, к шаманам и так далее. Женские тогда тоже, получается, встречались. То есть они, как сказать, в равной степени хоронили женщин и мужчин, или там какое-то предпочтение было? Вот если взять именно прям статистически, да, и взять вот хронологическое деление, то можно утверждать, что погребения до 17 века, до конца 17 века, они преимущественно мужские. Вот то, что мы датируем, относим ко времени куланатарской культуры, да, с 10 по 16 век, это только мужские погребения, там нет женских погребений. Но их, во-первых, и мало, их пока всего 30. Но то, что там же нет ни одного женского погребения, это, конечно, наводит на ряд новых вопросов. Да? Что делали с женщинами? Да, что делали с женщинами и почему, чем это вызвано. Да? Вот. А в 18 веке, с 18 века погребения, они примерно поровну, и мужские, и женские. А вот то, что в фольклоре действительно больше, во всяком случае до нас, вот до 20-21 века дошли предания именно о мужских погребениях, потому что мужская история, она история больше связана была с родоначальниками, да? И поэтому было важно сказать, как он умер, как его погребали, что с ним было похоронено и так далее. Но существует пласт, опять-таки,
опять-таки же, легенд о невестах, например, которые умерли по пути во время свадебного переезда, да, мне кажется, в каждом наследии, наверное, будет такая история, что вот на берегу вот нашего озера невеста вот прям с конем замертво упала, потому что она скорбила эту местность, например. Ее там же похоронили с лошадью, со всем там золотом, бриллиантом, вообще совсем-совсем, это же гиперболизация. Вот, таких историй есть. И здесь, если говорить опять-таки же о мужском, женском, то я вот наблюдаю, что вот погребения конкретно вот обозначенные, да, в памяти народной, они больше именно мужские. Вот из женских, чтобы было точно известно, что вот это она была, дочерью ее звали так-то, так-то, ну или женой, их вот, ну, совсем мало. Как правило, это шаманки, и то имена которых там, ну, нельзя произносить и так далее, да, поэтому они забываются постепенно. Либо это, ну, женщина с какой-то вот очень драматичной историей, например, как вот Алтан Хотуна, это сноха Абаоджерго, Балугураита, ну, вот такие женщины. Вот, и мы их практически всех знаем, их очень мало. А вот мужчин, вот это тот Ботур, да, это вот тот князь, это вот этот, вот их гораздо больше. И у них история менее драматична. Ну, это, наверное, связано с такой патриархальной структурой общества. Да. Или, может быть, это связано с тем, что пока вы еще до них не добрались, не все нашли? Ну, мы, конечно, большое количество женских погребений находим, но именно нет фольклорных сведений о том, что вот здесь кто-то лежит. По поводу женщин такого гораздо меньше. Но такое могло произойти в течение вот 19 века, да. Может, раньше этих женщин действительно знали имена, где они лежат, но в контексте 19 века все это постепенно забывалось, и стали больше интересны именно мужчины, потому что роду нужно показать, что вот мы происходим от этого мужчины, например, вот он лежит там, и поэтому нарратив там больше, и он дольше сохраняется, чем женщина. Возможно, но это только предположение. Ну, перейдем к вашим полевым работам. Какие последние у вас находки и в каких районах? Вообще вот самая последняя находка, она, к сожалению, не наша, не археологов, это железнодорожников. Она случилась совершенно внезапно в апреле. В этом году, этого года, поэтому у нас полевой сезон в этом году как никогда ранее. Ну, во время проведения земляных работ для того, чтобы провести железную дорогу, случайно наткнулись на погребение. Это вот в Медино-Кавказском улусе, там сейчас строится железная дорога. Вот. И на самом деле погребения довольно интересные, и очень жаль, что их нашли не мы. Потому что когда происходят такие работы, это погребение разрушается слой земли, в котором они залегали, и масса информации теряется. Да, как вообще залегало, в какую сторону было ориентировано, на какой глубине и так далее. Это все для нас очень важная информация. Она дает очень много важного, нужного материала, но, к сожалению, она вот разрушена, да, поэтому про них как-то вот вести в научный оборот подобные погребения бывает довольно-таки сложно. Вот. И ну, тут сразу надо сказать, что, к сожалению, такое будет происходить. И будет происходить, видимо, постоянно. Потому что мы осваиваем новые территории, человек расширяет свое пространство и все равно натыкается на памятники прошлого. Да? Хорошо, если эти памятники были до этого изучены, и они там включены в реестр, у них есть границы, они находятся в безопасности, да, государство следит за их безопасностью. Вот. Но территория Якутии, она вообще огромная, археологов всегда было мало, и поэтому на всю территорию нас не хватает. И поэтому, к сожалению, будет такое встречаться. В прошлом году тоже вот в одном Намский улус мы несколько раз выезжали, потому что газ прокладывали, нашли, какие-то трубы делали, нашли, дорогу делали, нашли. Вот в Хатасском тоже наши коллеги из Арктического центра тоже изучали погребения, ну, такое будет. И вот это еще вот погребения, потому что их, ну, нельзя пропустить, потому что это все-таки останки людей, это гробы, это массивные памятники, да. А если это просто поселение, где вот даже археологам во время раскопок, если найти там кулечек керамики, это большое дело, то, конечно, такое будет разрушаться, и люди даже не заметят, что они разрушили поселенческий памятник, либо стоянку.
Ну, там таких очевидных, видимо, признаков нету, и специалистов сложно определить. Да. Ну, тогда, получается, вы вообще там как на расхват, если вот часто находят? Да, ага. Бывает так, что вот действительно летом вот просто некому выехать. Присесть не успеваешь, да? Да, ага. Новый сбыт, спешишь на помощь. Да, потому что у нас, полевой сезон очень короткий. Если вот визуальную разведку еще можно начать проводить там, с начала июня, да, то вот именно погребальная археология, когда можно нормально раскапывать землю, только с конца июня. И продолжается где-то, по началу октября. Это вот сама активная работа, да. А вот разведку-то раньше можно проводить? Полевая. Разведку можно чуть пораньше, но опять-таки зависит от дорог, от рек, вот от снега. Так что тут сильно рано тоже начать очень сложно. После того, как снег сходит, уже бежать искать, да? Можно, конечно, но у нас такое не особо практикуется, потому что все еще идет камеральная обработка, там лабораторная работа и так далее. И вот из-за того, что археологов мало, по идее, наследник, УЛУС должен быть заинтересован в том, чтобы заранее договориться уже там с научным центром каким-то, да, с археологами, чтобы они вот на следующий год приехали и у них провели какую-то разведку. Да. Например, если они знают, что в будущем у них будут там проводиться какие-то землеустроительные работы, промышленные работы, да, даже просто вот разделение на участки, например. Лучше заранее знать, что там люди, раскапывая себе там яму для туалета, не наткнутся ни на что, чем потом постфактум как-то с этим приходится срочно разбираться. Да? Поэтому это в интересах нас всех, по идее, заранее проводить такую работу, и чтобы это было планомерно, систематично. Например, другая проблема, да, почему не можем просто взять и выехать, для проведения археологических работ обязательно должно быть разрешение от Министерства культуры. Дается индивидуально, конкретному физическому лицу археологу, который имеет, там целые требования, который имеет специальное образование, который работает в соответствующем научном институте, организации, да, имеет право проведения этих раскопок, и оно дается на определенную территорию. Там, в лучшем случае на несколько УЛУСов. Да? Я не могу взять всю республику и поехать там, по первому зову, вот куда позовут, туда и поехать. Это невозможно. Если, например, я на это лето там, у наших коллег не окажется листа там, на Чурапчинский УЛУС, а там что-то найдется, да? Туда выехать никто не сможет, потому что ни у кого не будет разрешения. Так что у нас такие нюансы тоже есть. Мы отчитываемся, это очень строгая, серьезная отчетность. И если археолог что-то делает неправильно, его могут забанить на несколько лет, и он лишится возможности проводить раскопки. Как американцы лицензию берут, да? Да, это вот у нас что-то вроде лицензии. Известное погребение было в институте, в музее нашем. Имени Ярославского? Да, лежала долгое время женщина, останки. Ее обратно по требованию родственников вернули, да? Да. Это единичный случай или... Это, во всяком случае, для нас, для республики, наверное, вот один из самых известных и, наверное, может, единственный. Уж не знаю, как там втихаря такое происходило или нет, но, во всяком случае, то, что до сих пор будоражит умы, это, да, действительно такой единственный случай. Там это вообще интересный довольно-таки феномен, вообще вот вся эта история, потому что изначально, например, легенда, да, говорит о том, что это сноха одного из основателей рода марукских якутов, которая состояла в любовной связи вот со своим свекром, получается, да? Про это есть там. Невестка, наверное. Да, его невестка. Там вообще вот целая история. И дело в том, что вот она умерла при родах, и от ее сына произошли люди, которые живут в этом селе. И они считают ее своей прародительницей. И поэтому с этой точки зрения, конечно, людей понять можно, что вот когда твоя прародительница лежит на всеобщем воззрении, наверное, это действительно не очень приятно. Поэтому вот вопрос вообще этичности выставления останков сейчас тоже довольно-таки широко, серьезно обсуждается вообще в мировой археологии. Не только у нас.
а можно ли вообще так останки выставлять. Да, сейчас вообще вот этичность, этичное отношение вообще ко всему, оно довольно остро стоит в нашем мире. Да? Вот. И второе в этой истории интересное то, что вот в ранних вариантах этих преданий, например, ничего не говорится о том, что она обладала каким-то даром, там была шаманкой и так далее. То постепенно, вот там 80-е, 90-е годы особенно, люди начали говорить о том, что вот она была шаманкой. Из-за того, что она лежит на всеобщем обозрении, люди стали пить, там начали происходить какие-то несчастные случаи и так далее, и так далее. А тогда были это еще и плюс 90-е годы. Тут, наверное, какой-то факторы один наложились на другой, видимо. Ну и, в общем, как-то так вот получилось, что если ее похоронят, людям станет спокойнее. Вот, и поэтому были долгие переговоры, там были кто за, кто против, и в итоге ее похоронили. Насчет перезахоронения останков, это тоже у нас это регулируется положением о проведении археологических раскопок, но сейчас тенденция такова, что останки стараются полностью сохранить для исследований, потому что сейчас есть возможность по останкам рассказать всю историю этого человека. Раз мы его нашли, раскопали, давайте услышим всю его историю, а потом уже будем заботиться об его покое. Да, ага. И поэтому есть такое, что вот и для будущих исследований, потому что наука она все время развивается, лучше останки сохранять. Потому что даже если их там специальным образом хоронить, там в специальных коробочках, пакетах и так далее, придавать земле, все равно останки разрушаются. Но опять-таки же они могут быть забыты. Да? Они опять же во время каких-то таких работ будут еще раз разрыты и так далее. Безопаснее им, конечно, находиться в научных институтах, где их никто не трогает, никто не видит лишнее, они в закрытых шкафах, коробочках находятся в больших институтах, там, этнология, археология и так далее, в хранилищах, да, в специальных хранилищах они сохраняются. Вот. И действительно, это подтверждается вообще мировой археологией российской тоже. Вот несколько лет назад проводили исследования останков Боголюбского, который был раскопан еще там давным-давно, много-много лет назад. И вот новые исследования показали уже новые результаты. Еще много нового интересного узнали об этом человеке, о чем невозможно было бы узнать, не имея его останков, например. Вот. И сейчас вот опять-таки же подходы меняются, да, пересматриваются, если это мумифицированные останки, если это просто чистые костные останки, а если это останки после кремации там, или раздробленные, или еще какие. То есть тут свои нюансы есть. И это тоже часть направления погребальной археологии, которая тоже работает над будущим опытом, скажем так. У вас тут в большей степени работа идет с костными останками, чем с мумифицированными. Да, у нас чаще все-таки костные останки, потому что мумификация, как-то вот нам тоже кажется, да, что раз останки, там мумия лежит, там целый человек лежит, но сейчас такое практически не находится. Это раньше, вот 20-30-е годы 20 века, когда копали вот первые якутские археологи, они довольно часто находили мумифицированные останки, либо вот останки, которые вот они описывают там в протоколах, да, как будто спит. И потом вот на их глазах начинается вот это разрушение. А сейчас вот изменение климата, то, что теплеет, оно влияет на археологические материалы тоже, в том числе на останки людей. И поэтому все чаще и чаще мы находим останки, где вот, мягких тканей вообще нет. Это кости, это уже чистые кости. И, к сожалению, конечно, хуже сохраняется вот одежда, которая была на погребенном, сопроводительный инвентарь, который с ним положили, те же там внутримогильные конструкции, это все довольно-таки серьезно влияет на сохранность. Поэтому по-хорошему, конечно, археологические исследования нужно убыстрять, проводить в большем объеме. Да? И другая у нас проблема, опять-таки, связанная с климатом. Вот, например, мы все знаем, что в Заречье очень сильно идет вот эта оттайка там, слоев мерзлоты, и вот превращается в былары, да, даже те места, где находятся поселки и так далее. Если Google Map посмотреть, там вообще все вот в этих быларах. И это разрушает памятники, во-первых. Во-вторых, их найти сложнее.
И если там Чурапчинский улус на данный момент является одним из самых, хорошо в количественном плане изученных улусов по части погребальных памятников, да, львиная доля приходится именно Чурапчинский улус, то в будущем можно говорить о том, что, скорее всего, мы там уже больше ничего и не найдем, потому что ландшафт разрушается под воздействием климата. И поэтому хорошо, что он был так хорошо изучен. То есть успели раскопать. Да, вот что мы успели раскопать в данный момент, вот все предыдущие поколения археологов, да, видимо, мы вокруг этого будем плясать еще много лет. Потому что сейчас найти погребальные памятники довольно-таки сложно, потому что они не имеют каких-то вот надмогильных сооружений, они все либо уже сожжены, либо уже развалились, они не сохраняются. Да? И поэтому археологи находят их вот во время визуальной разведки. Это если вот ландшафт, поверхность, она ровная, и там бывают еле заметные вмятины или бугорки, по которым можно предположить, что, скорее всего, здесь находится погребение. Поэтому там разбиваем разведочные шурфы, чтобы удостовериться, погребение это или нет. А когда вот весь ландшафт вот такой, где там копать? Каждый выявить невозможно. Бугорок не раскопаешь. Да, каждый бугорок не раскопаешь. А вот вдоль там рек там проще? Вдоль рек, там стабильнее, конечно, да, потому что там на вот этих коренных террасах, например, вот Лены, там такой вот мерзлоты на поверхности нет, которая вот как-то воздействовала бы, да. Но там другое, что особо туда массово и не хоронили. Вот погребения, которые найдены нашими коллегами из института вот рядом с Якутском, вот на этих террасах, где мы очень любим фотографироваться на закрытые соцканалы и там проводить шашлыки и так далее, они все довольно-таки высокостатусные лица. Там нет простолюдинов, это вот какая-то аристократия, знать. На той стороне тоже, в принципе, точно так же. Там нет массовых погребений, есть единичные, и они все интересны. Это вот богатые люди, потому что туда надо затащить этого человека. Там вещи, этот гроб, или там, если будет каменная кладка, например, да, вот как в Хангаласском улусе в могильнике Ат-Дабан. Там погребение подростка на вершине там террасы, и у него каменная кладка, которую откуда-то притащили. То есть это не просто ребенок, это же как-то, это же людей найти, все это там организовать, все это сделать, то это указывает именно на высокий статус этих лиц. То есть это там нечастые? Да, они не массовые, но такие памятники есть, да. Так что их и поиском вот таких памятников именно на вот террасах, например, нужно заниматься вообще отдельно, потому что методика поиска одна будет. На Аласах это другая методика поиска. Если это ручьи, это тоже другое. Поэтому каждому ландшафту нужно вот адаптироваться и применять определенную методику поиска. А вот у нас идет реконструкция проспекта Ленина. Угу. И уже были находки, по-моему, в прошлом году, да? Да, ага. В прошлом или позапрошлом году. У театра. В этом году тоже там планируется. Да, а сейчас уже в сторону Залога идут, да, поэтому... А там, как мы знаем, тоже были церкви и монастыри, так что не исключено, что там тоже что-нибудь можно найти. Возможно, на что-то наткнуться, а может не наткнуться. Это вот если как повезет. Кто как прокладывал эту дорогу. Там вот насколько сохранность вот этих памятников? То есть это полноценные скелеты, фрагменты, или там, может быть, есть колоды, гробы, как это все выглядит? Ага, ну вот у театра то, что было найдено, там изучали наши коллеги из арктического центра, поэтому они лучше знают, как там именно все обстояло. Насколько я знаю, там были кости, да, цельные, в анатомическом порядке, потому что там повезло тем, что задели только вот часть. Не как вот наши вот апрельские находки, где вообще все размазали, все вытащили бульдозером, да, а тут только часть была задета, вовремя вызвали археологов, они там все остановили и вот провели раскопки, там их подогревали эту палатку, в которую они попали и так далее. Я думаю, многие наши жители города заглядывали в гости, смотреть, что там происходит. Ну вот как люди, они
в большей степени мешают, да? Да, ага, да, мешает. Даже одними вопросами. Потому что счет во время погребальной археологии идет вообще там на минуты. Надо быстро-быстро, пока там есть свет, пока тепло, пока ты не окоченел, пока еще можешь думать, да. И там очень большой вот вообще свой собственный алгоритм проведения этого исследования. Нужно все зафиксировать, измерить, сфотографировать с разных сторон, с масштабом без масштаба, стрелкой без стрелки. Там очень много нюансов. Отвлечешься, что-то не сделаешь, и все, у тебя отчет, половины отчета нету. И ты отчитать этот памятник не сможешь. Да? Поэтому там руководителя раскопок лучше вообще не отвлекать, конечно. Человек должен заниматься своим делом, а не вот рассказывать, проводить экскурсии для всех жаждущих. Страждущих. Да, ага. Там, ну, в контексте города, наверное, можно нанять специального человека, который будет стоять и рассказывать. Да, ну или рассказывать, вот здесь проводится то-то, то-то, который будет не подпускать к самим работникам, а будет заниматься чисто желающими. Я даже знаю, кого туда отправить. Ладно, не будем. Как вообще люди на такие находки реагируют? Тут общество делится на два лагеря. Да? Половина, которая говорит, о, как интересно, там, что потом произошло, потом интересуются, какие там результаты. А есть те, которые, зачем вы их трогаете? Лучше бы дали людям полежать, да, и так далее. Ну, тут, можно понять и тех, конечно. Да? То, что у кого-то своя картина мира, там немножко иррациональная, религиозная, где все происходит по-другому, да, где все эти мертвецы, они не мертвецы, они живые, там стоят, смотрят над своими гробами, так что это вы со мной делаете? Куда понес? Да, куда повез, я с тобой буду также стоять над твоей кроватью, да? А остальные общества, что радует, и таких становится больше, которые поддерживают именно научные исследования. Потому что это не просто так, это рассказ о нашей истории. Потому что если бы была другая возможность изучать эти эпохи, мы были бы очень рады. Потому что изучать погребение – это очень тяжело, это сложно. Это же не только пошел раскопал, а то все весь год потом еще, несколько лет, до 3 лет мы все это можем у себя держать и изучать. Это такой бесконечный процесс, где вот очень много сил нужно аккумулировать вокруг которого. Так что была бы другая возможность, с удовольствием не копали бы. Но, к сожалению, такой возможности нет. Но это прежде всего касается вот так называемых бесписьменных народов, которые, к сожалению, не оставили таких подробных письменных свидетельств о самом себе. Да, вот наши там незамужние женщины носят то-то, то-то, потому что так-то, так-то. А шкурка это такая-то, такая-то, такого-то зверька, потому что никто так не описал. И, к сожалению, кроме археолога, который добыл весь материал, потом этнографа, который все это будет интерпретировать, это нам никто никогда не расскажет. Поэтому только на археологическом материале о таком бесписьменном периоде можно говорить что-то вообще обоснованно. Все остальное будет просто фантазия. Вот. Ну и другое, то, что как вот иногда отвечаем для людей, которые говорят, вот почему же вы не даете им лежать, да? Можно тут также ответить, что, если бы, исходя вот из картины мира этого человека, да, если бы вот этот погребенный, который, на их взгляд, вообще всемогущий, что может убить живого человека, если бы он не хотел, чтобы его нашли, наверное, его бы не нашли, раз он настолько всемогущий. Потому что действительно найти погребальный памятник – это очень тяжело. Можно пройти мимо, вообще легко. Вот на 5 минут опоздал, когда солнце садилось, да, ты эту там вмятинку вообще не увидел. И никогда не увидишь. Я тут сейчас думаю про этого известного археолога Индиана Джонса, да, там фрагмент сейчас мне напомнило, что он там ставит там штырь, да, там заходит солнце в пирамиде, там луч солнца пробивая через камень, он находит там дверь там куда-то, да? Да, вот типа примерно так, вот, художественный образ, он примерно подходит, да, под вашу работу. Да. То есть, я имею в виду художники кино. В определенный день года, да? Или десятилетия еще лучше. Ну, там солнце, когда там, или луна, там, да? Да. В определенной Тут примерно фазе. так, да, поэтому... То есть это вот в принципе ложится на реальную жизнь, да? Да, ага, потому что действительно, если там множество факторов играет на то, что ты найдешь именно это погребение. Вот что-то там плюс-минус, хотя бы чуть-чуть что-то сдвинется, все, не найдешь. Или там снега было больше, трава гуще, никто не увидел эту яму.
Там солнце садилось, там облаками закрыло. И именно в тот момент, когда ты мимо шел, ты тоже не увидел эту яму или этот холмик. Поэтому тут множество факторов. И сколько всего мы не находим, это то, что мы находим, это, конечно, на самом деле очень мало. Да, отсюда вот у меня тоже вопрос вытекает. Ты вот веришь в загробную жизнь? Так Нет, я работаешь? Я в загробную жизнь не верю, потому что я все-таки придерживаюсь научной картины мира, и поэтому то, что можно... Работа жить не мешает, да. спишь нормально. То, что можно доказать, то, что можно проверить, да. А так как загробный мир, как проверишь? Никак. Там окажемся, узнаем, я могу сказать там, вон оно что, простите. Ошибалась, да? Ошибалась, да. Все равно же есть уже нематериальное творчество. Да, но, возможно, как раз из-за того, что я работаю вот с погребальной обрядностью, может, именно как раз-таки это есть главный фактор того, что я в это не верю. Вот что я вижу, что это люди. Такие же люди, как мы с вами, и все мы будем точно так же лежать. Поэтому я скорее больше ценю жизнь и больше ценю живых людей. Вообще мир такой, что нужно бояться живых людей, а не мертвых. Да. И просто к тому, что вот насколько это там страшно, не страшно, вот как работать в таких условиях, там находить. Не страшно. Но действительно, вот бывает такое, что, например, несколько лет назад у нас была разведка с коллегой. Это был такой, получилось так, что это у нас был женский отряд, а это было как раз время сенокоса или охоты, я не помню. Вот тогда было страшно, потому что вокруг ездило множество пьяных мужчин. Вот, они были страшными, да. Человек, который в гробу лежит, он свою жизнь прожил. Все, что мог сделать плохого, он уже сделал. А вот насчет живых никогда нельзя гарантировать. Поэтому действительно в нашей работе больше нужно бояться живых людей. То есть это получается, что большая часть работы там вот рядом где-то с поселениями, да, проходит? Мы стараемся рядом с поселками не работать. Но опять-таки же, чтобы люди не приходили, там, чтобы не было там негатива, вот еще чего-нибудь, да. Могут же и по старой. Раньше был такой стереотип, что раз археологи возят там с собой там ящики водки, и там люди приходили, дайте, там поделитесь водкой или еще что-нибудь, да. Сейчас это, вообще давно это не так. Мы в отряде, например, вообще не пьем. А такое может случиться, что люди могут там прийти, или познакомиться, узнать что-то новое об истории, например. А это, у нас своя работа, у нас жесткий график, и мы не можем от этого вообще выбиваться. Так что предпочтительнее не контактировать. Потому что, не потому что не хотим, а потому что это очень много времени нужно. На это уходит, и поэтому оно, отвлекает, а нам важен вообще каждый час светового дня. Сколько женское это дело, археология? Женское, как показывается вообще история археологических исследований, да, мировая. Женщины были там всегда. И наши якутской археологии тоже известные женщины. Федосеева Светлана Александровна, например, прекрасный археолог, легендарная личность. Браевна Розалия Иннокентьевна, Соловьева Елена Николаевна, Жукова Людмила Николаевна, и так далее. Женщин в археологии довольно-таки много. И сегодня, например, недавно был рейтинг ученых-историков российский. Да, проводили опрос по системе РАН, насколько я знаю, а может и не так. В общем, опросили российских историков, профессионально занимающихся историей. И вот среди рейтинга археологов довольно много женщин. Например, та же Наталья Полосмяк, которая занимается изучением курганов. Это тоже женщина, которая вносит большой вклад. Вот для меня, например, Берсенева еще есть гендерный археолог из Урала тоже. Такие интересные работы. Вообще не просто интересные, а именно в методологическом, научном плане очень серьезные работы, которые вносят большой вклад в развитие науки вообще в целом. Не только археологической, но и исторической. Другое дело, что действительно женщин не так много, потому что все-таки женщина больше привязана к детям, к семье, да, на все лето уехать
отпустить маму там из семьи довольно-таки сложно, поэтому здесь уже больше, наверное, про вообще вот партнерство внутри семьи. Если муж понимает, то в таких семьях, вот как раз-таки из таких семей, видимо, и происходят вот эти выдающиеся женщины-археологи. Может, их было бы больше, но тут, как-то вот сложилось немножко по-другому, да? Мы о них не узнаем. Да, мы о них не узнаем. Да. Вот, и поэтому я говорю, что если мужчин в археологии случайных может быть, то ни одной случайной женщины в археологии нет. Потому что это и физически тяжело, и морально тяжело. Это же комары, грязь, жара, там физическая работа, дальние расстояния. Там, сама водитель экспедиции, например, да, это, конечно, для женщины тяжело. Вот, равноправием, но биологию, там, физиологическую составляющую, конечно, никак изменить здесь нельзя, поэтому женщинам здесь тяжелее, да. Но все женщины, которые с ними остаются, они вот точно знают, что она не просто так тут сидит. Она видит цель и к ней идет. Или ползет, да. Или ползет, да. Но она, во всяком случае, с тропы не сходит. Просто я тоже, когда-то вот был в археологической экспедиции, мы там в большей степени, конечно, в позиции, там, сидя на корточках занимались. Да, достаточно тяжелый труд. А сейчас как-то это изменилось или нет? Нет, археология точно такая же. Да. Если поселение, то да, действительно там долго, там неделями же сидишь, это как на практиках, да, кисточкой, там ножиком, лопаточкой. Долго-долго сидишь в одной позе, раскапываешь, поэтому здесь пол особо не важен. Можно быть мальчиком, девочкой, без разницы, работаешь так же. Да, как поселение было. Вот, а вот палеолит, например, где огромные площади, где нужно раскапывать, постоянно физически вот работать, здесь, конечно, быть женщиной гораздо тяжелее. И в погребальной тоже, потому что нужно все это закапывать, там кубометры песка лопатой, тяжелые, может идти дождь и так далее, поэтому спина, колени, суставы. Вот. В погребальной археологии девочки тоже очень нужны. Нельзя сказать, что только мальчики все равно ценны. Да? Девочки особо нужны, потому что это довольно-таки маленькое пространство, там рядом с гробом, где тоже долго и очень аккуратно нужно чистить там кисточкой там материалы, при этом очень быстро, как можно быстрее, пока все не разрушилось. И мальчики, конечно, с такой работой тоже работают, но как все-таки девочки как-то ответственнее, что ли, не знаю, может, это тоже какой-то гендерный стереотип, но тем не менее аккуратнее, да, усидчивее, и поэтому эта работа удается лучше. Поэтому бывает, что мы в начале лета ищем девочек. Вот нам нужны девочки. Хотят мальчики или нет, мальчики нам не нужны, нам нужны девочки. Это уже гендерно. Да, это уже в другую сторону. Перекос. Да, такое тоже бывает. Да, странно. В последние годы есть такое, что улусы или наследие сами уходят, просят провести у них исследования. В этом году у нас будет в Амгинском улусе, например, исследование по заказу наслега, потому что они хотят удревнить свою историю, и для этого целенаправленный поиск археологических памятников будем вести. То есть такое тоже возможно. Бывает так, что научный интерес исследователя там, в какой-то области какого-то улуса наслега находится, и если оттуда есть выходцы, которые тоже интересуются историей, хотят, чтобы их история была написана, опубликована, вообще изучена, тоже, к счастью, иногда оказывают финансовую помощь. Такое, потому что археология – это, к сожалению, очень дорогостоящее мероприятие, и поэтому без помощи местных жителей здесь вообще очень сложно. И радует то, что постепенно курс меняется к тому, что все-таки местные больше поддерживают археологов. Потому что, опять-таки, возвращаясь к... Не приходится к мертвым и живым, да, здесь, мне кажется, больше неприятностей археологи причиняют именно слова, например, произнесенные местными, да, что там проклятие, там вы все умрете. Вот такое мы тоже встречаем довольно часто. И мне кажется, это гораздо зловреднее, чем сидеть и ждать, когда за тобой придет дух человека, которого ты раскопал. И все-таки археология – это
профессия. Мы идем, раскапываем не потому, что нам хочется, потому что это наука. И здесь, я думаю, нужно вообще вот делить, да, людей, которые делают просто, ну, черные археологи, которые копают ради выгоды, там, ради продажи, еще чего-нибудь, да, и археологи, которые делают это вообще для истории всего народа. Вот. И то, что появляются такие спонсоры, это тоже очень радует. И иногда бывает, что вот, когда у вас есть там возможность, время, там, пожалуйста, есть такое, например, легенда, бывает такое, что они выходцы из какого-то там рода, и говорят, что там лежат наши какие-то предки, с ними там похоронили то, сё и так далее. Они хотят просто узнать подтверждение, так это или нет, действительно ли их история такая. И если смотреть раскопки вот 20-х, 30-х годов 20 века, они много копали именно по следам вот таких фольклорных каких-то материалов, и они действительно подтверждались. Когда говорили, что вот там лежит там, девушка с отрезанной косой, потому что она повесилась, например, там действительно была девушка с отрезанной косой. То есть память народная, вот фольклор, он иногда находит свое подтверждение. И оно как раз-таки показывает, насколько наша историческая память, она хорошо сохраняет прошлое. И насколько она действительно может служить подтверждением, ну, опять-таки, законности проживания на какой-то территории, да, там, преемственности рода, там, и еще так далее. Ну, много таких социальных и даже политических сторон, я бы сказала. Даже политических. Так, подумал, но если вы чаще кости находите, то как вот с косой-то не стыковочка. Все-таки. Но это вот 20-е годы было. Это в смысле, 20-30-е, да. Раньше то, что находили. Да. Сейчас так, уже да, такого сейчас нету. Такого нет. Сейчас люди с волосами практически не встречаются вообще. Волосы, как оказалось, плохо сохраняются. Вот, поэтому с прической, например, что были редкость. Ну вот в прошлом году одно погребение, но оно где-то конца 18 века, и там вот прическа была сохранена. Вот жаль, что археологи вот прошлого, первой половины 20 века, особенно конца 19 века, не обращали внимания на вот такие детали. У них обычно идет просто описание. Лежит человек на спине, рядом с ним то-то, то-то, то-то. А сейчас, опять-таки, с развитием науки, с там, новыми методологическими подходами, вообще описывается абсолютно все. И это дает очень большое количество материала. Даже в таких вот бытовых вопросах, ну не бытовых, а таких, например, люди готовятся к ИСЭХу или к свадьбе, да, и приходят, спрашивают, а какая прическа должна быть у замужней женщины? Какой она была в 18 веке? Кто? Да, и можно сказать, вот никто не описал, к сожалению, тогда, да. А теперь вот исследования последних лет, особенно сахо-французской экспедиции, очень подробно там запротоколировано, все очень подробно описано. И действительно сейчас уже можно сказать, что вот мужская прическа была вот такой, преимущественно, да, женская была такой. Были какие-то вариации, например. А прическа же это тоже и социальная маркерика, это магическое значение, это целый круг научных вопросов, который опять-таки же проливает свет на этническую историю, на социальное расслоение, на дифференциацию общества. То есть каждая деталь, она на самом деле открывает вообще вот очень большой пласт истории нашей, который вот по-другому опять-таки же узнать невозможно. Может, в какую сторону они лежат, там, во что они одеты, как одеты, тоже все очень важно. Поэтому вот сейчас то, что усложняются наши отчеты, с одной стороны, для нас это, конечно, больно, с другой стороны, это для будущих поколений наши отчеты. Это очень хороший источник. Я надеюсь, что все наши отчеты послужат на пользу и скажут, ну, как хорошо, что это писали. То я иногда смотрю вот старые отчеты, и думаю, ну почему ты не написал? Ну почему? Ты же явно это видел. А вот сейчас тогда вот, ну, помимо научных отчетов, вот для людей, для населения, которые интересуются этим вопросом, вот где они это могут узнать, подчеркнуть? Ну вот раньше была традиция, когда в конце года институты, там, археологи печатали в газетах, в журналах какие-то краткие сообщения. Вот что мы нашли за лето, например, да, и люди узнавали. И публиковали в таких научно-популярных журналах, типа «Полярная звезда», какие-то вот у Архипова, например, есть статьи
которые были доступны вообще всем. Сейчас такой традиции именно публиковать в массовых изданиях нету, но зато мы публикуем в научных журналах, которые все сейчас открыты в открытом доступе в интернете. То есть можно найти вот практически все, что опубликовано. Вот у института есть очень хороший журнал «Северо-Восточный гуманитарный вестник». Вон там мы практически каждый год публикуем основные какие-то результаты наших исследований. Выходит. Но другой вопрос, что наши исследования не длительные. Вот в апреле найденные вот эти погребения, вот журналисты там чуть ли не в тот же день начали писать, что там, то там. Ну, невозможно так сразу сказать. Это нужно год хотя бы, как минимум. Только после этого можно что-то предполагать более обоснованно как-то. А прям, чтобы это точно вот так, вот такой-то век, это такой-то человек, это вообще исследования. И то, если найдутся деньги на эти исследования, это тоже дорого. Например, проведение датировки одной, да, это около 20-30 тысяч. А чтобы датировка она была объективная, нужно 3 датировки сделать, например, хотя бы 3 в разных местах, в разных центрах, да, чтобы вот средняя датировка какая-то была, подтвердить, например. Вот. Это значит, на одно погребение мне нужно хотя бы 60 тысяч на датировку. А если это антропологическое определение, чтобы точно определили пол, возраст, причины смерти, чем болел и так далее, это от 40 тысяч. То есть на одном погребении нужно примерно 100 тысяч. Минимум. Кто мне будет давать такие деньги? Такой статьи расходов, к сожалению, в бюджете нет. Поэтому здесь вот большую пользу могут оказать как раз-таки спонсор, который заинтересован в этой истории, чтобы она была написана, опубликована, да, потому что сейчас наука такая, что без таких данных научные статьи, они просто неинтересны. Они малоинформативны. Потому что наука сейчас, она другая, совершенно другая. И археология — это сейчас очень дорогая наука. Мы записали выпуск с Александрой Прокопьевой, поговорили о якутской археологии, в частности, о погребальных обрядах, о погребальных памятниках на территории города, на территории ближайших улусов, как людей хоронили, как их находят археологи, в каком состоянии, что они описывают при этом. Надеюсь, вам будет интересно.